Привет всем любителям хорошего чтения! Сегодня вас ожидает подборка книг с удивительными историями. И, как всегда, с ними вас познакомят наши читатели. Кент Грэм. «Ветер в ивах» – детская повесть, которую с ранним удовольствием читают дети и взрослые. Написанная и изданная в начале прошлого века Англии. Она разошлась по всему миру, переведена на множество языков. Читателям полюбились ее герои – разумный и добрый крот, гостеприимный и рассудительный водяной крыс, тщеславный жаб, суровый и надежный в дружбе барсук и другие обитатели речного берега и приветливой дикой чащи. Приключения забавные, а порой опасные, заканчиваются хорошо лишь потому, что все они готовы прийти друг другу на выручку. Грэм – британский писатель, мировую известность, которому принесла именно книга «Ветер в ивах», написанная в 1908 году. Родился Кент в 1859 году в Эдинбурге. И в 1864 году умерла от скарлатины его мать. А спустя 3 года его отец уехал во Францию, оставив 3 детей на попечение родственников. Мама взяла на попечение бабушка, жившая в Беркшире, на берегах Темзы. В школе Святого Эдварда в Оксфорде он проявил определенные способности и спланировал поступить в Оксфордский университет, но его дядя, опекавший его из-за высокой стоимости обучения, не позволил ему продолжить образование. Вместо этого в 1909 году Грэм поступил на службу в Банк Англии, в котором прослужил до 1907 года. Свою роль в жизни писателя сыграл его единственный ребенок, сын Алистер, родившийся раньше срока. Это был болезненный, слабый и слепой на один глаз мальчик. Именно для него Кеннет Грэм начал сочинять и записывать рассказы о мистере Тодде, жабе. Несмотря на успех, Грэм практически полностью прекратил литературную деятельность. Огромным ударом для него стало самоубийство сына. Трагедия практически лишила смысла жизни Грэма и его жены. Грэм скончался 6 июля 1932 года и был похоронен в Оксфорде. В одном лесу жили гномы, и у каждого из них была пара. Только гном по имени Хёрби был одинешенек. У каждого гнома были своя профессия и свой характер. Хёрби служился тем, что делал шляпы, а самую прекрасную носил сам. Однажды он отложил все свои дела и пошел в соседний лес, где заблудился, а по гномьим рассказам в этом лесу живет страшный лампач, которого Хёрби очень боялся встретить. Каково же было его удивление, когда вместо лампача он встретил Лешку по имени Свотель. Об этом и других не менее увлекательных приключениях гнома Хёрби вы узнаете, прочитав всю историю. Сказки про Слера всегда оставляли теплые ощущения на душе, так как немецкий сказочник описывал дружбу, волшебные миры и взаимоотношения не может никто. Книга написана простым и понятным для детей языком. Если вы не читали эту книгу маленьким, то сейчас есть прекрасная возможность с ней познакомиться, читая ее ребенку или кому-то из младших. Его книги маленькие водяной, маленькая баба Яга и маленькое привидение весьма нетрадиционно для немецкой детской литературы. В его произведения по определению отрицательные герои выступают в ролях положительных.